Салем, друзья! Вы на канале Бизнес по-казахски. Мы находимся в городе Астана. И сегодня мы разберем с вами самый, наверное, популярный бизнес среди молодежи, как SMM-агентство. Go! Друзья, знакомьтесь, Зинара, Адель. Всем привет. Всем привет. У них свое SMM-агентство под названием Всёпон. Всёпон. Что значит Всёпон? Всёпон – это все понятно, понятный маркетинг. Понятный как для нас, так и для наших клиентов. Вот. Расскажите, пожалуйста, сколько вам лет, во-первых? Мне 22, Зинаре тоже. Мне 22, мы ровесницы. Мы ровесницы, Супер. да. Сколько работает ваше агентство? Агентство работает уже год, чуть больше года. Мгм. По отдельности мы работали до этого еще где-то по 3 года. Суммарно 7 лет. Так, вы представлены сейчас только в Астане или в каких других городах? Мы представлены как в Астане, так и в Караганде. Мгм. Да. Сами вы с Караганды. Да, мы Да. с Караганды. И даже у нас был проект один с Алматой. Мгм. Расскажите, пожалуйста, где мы сейчас находимся? Мы сейчас в коворкинге, мы тут часто сидим, коворкинг, Заседаем. нетворкинг, вот. Мы тут часто, сидим, проводим встречи различные с клиентами, и, в принципе, очень комфортное, классное место. Да. Вот и самый интересный вопрос, как вы пришли к своему агентству? Мы очень долгое время, во-первых, дружили, во-вторых, работали по отдельности. Вот. И в какой-то момент мы решили просто объединить свои силы, масштабироваться и создали агентство. Расскажите, пожалуйста, существуют ли в этом бизнесе какие-то вообще вложения? Ну, особо нет на самом деле. 0. Да. Конкретно мы сделали 0 вложений, когда мы создавали агентство. У нас, то есть, мы создали ИП, и единственное наше вложение было, это то, что мы распечатали наше коммерческое предложение, заламинировали его, вот по 500 тенге скинулись, пошли искать клиентов. Серьезно? Ну, да, иногда бывают вложения, вот как, снять офис условно там, это тоже такие маленькие вложения, поэтому. Насколько я знаю, вы начинали с Караганды. Мгм. Расскажите, как вы вот в итоге попали в Астану? Да, мы начинали с Караганды, первые проекты у нас, они все были с Караганды, но потом просто Зинара хотела уже переехать. Я уже переехала, я уже какое-то время работала с SMM-специалистом в Астане, у меня, я работала как в найме, как в штате. Вот, и я тянула Аделю, давай едь, давай сюда, потом мы собрались силами, вместе приехали прошлой осенью, мы уже стабильно, уже год живем здесь. Еще Зинаре было чуть полегче, она уже здесь была какое-то время, да, у нее был вот проект, и она была здесь какое-то время тогда еще, а мне надо было прям полностью выходить из зоны комфорта, потому что у меня там было достаточно все хорошо, и мне еще надо было сюда приезжать, снимать квартиру, и я боялась то, что мы с нуля все начинаем, у меня съем квартиры за 200 тысяч, я просто боялась, но потом, как оказалось, это все очень просто. И все очень быстро стало прям действительно очень прибыльно. Адель, расскажи, пожалуйста, какие навыки нужны хорошему SMM-специалисту и как ты пришла к этому? Вообще навыков нужно очень много, потому что сейчас на самом деле предприниматели требуют сразу все. То есть ты должен уметь монтировать видео, ты должен уметь делать какие-то дизайны графические, ты должен быть копирайтером, все в одном лице. Конечно, не всегда так получается работать, но вообще требуется такое. Вот. У меня вообще как это произошло? Мне очень повезло на самом деле, потому что я курсов особо не проходила, я просто всегда любила снимать что-то для себя. И получается, я вела свой ТикТок, у меня вот хорошие просмотры были там и так далее, и я пошла сразу в крупную компанию, FlipKZ, может быть, кто-то знает. Вот. Я пошла сразу в крупную компанию и, подумала, вдруг меня возьмут. Я еще тогда даже особого представления не имела, что такое SMM, social media маркетинг. И, в общем, я пришла и как кейс показала просто свою личную страницу, свой ТикТок. Говорю, вот у меня есть просмотры, я могу, я хочу. То есть личный бренд все-таки работает, да? Да. Мне сказали, блин, классно, у тебя очень крутые просмотры, давай попробуем. А на И какую получается, позицию, прости? на SMM-специалист. здорово. Прямо SMM-специалист, да. И я прям очень много там вот узнала. Я когда туда устроилась, я, по сути, вот прям зеленая была, я ничего не знала. А там ребята прям крупные, они графические дизайнеры крутые, которые по 5-7 лет этим занимаются. Там, видеографы, монтажеры, там маркетологи очень крутые, потому что компания супер огромная. И я вот у них по чуть-чуть вот так всему училась. И получается, я отработала примерно 1,5 года или даже 2 года, и параллельно начала брать какие-то проекты для себя. Вот на что. Чем отличаются клиенты? Караганда, Астана? Платежеспособность или как там?
Что делать? У нас, в принципе, сейчас еще есть клиенты Да, в у нас Караганде, есть. но мы сейчас стараемся не находить их там, Мгм. потому что там они платят меньше, в плане просто они готовы платить Да. пока что меньше. Они не готовы платить такие же суммы, которые платят здешние. Мгм. И, соответственно, и они меньше знают, что им нужно. Мгм. А на самом деле к здешнему клиенту приходишь, и они точно говорят, нам нужно то-то, то-то, у нас проблемные места здесь. Мгм. Мы сразу же берем все за работу, сразу же делаем результат. Мгм. С Карагандой не так, они не в курсе, что им нужно. Они еще пока не понимают, как будто бы, Да. еще не продвинулись до Мгм. того уровня, как предприниматели здесь. То есть там не сильно развито. Но SMM. на самом деле СММщики Мгм. сами по себе, СММ-специалисты в Караганде намного круче, чем здесь. Серьезно? Креативнее намного. Креативнее. Мгм, это правда. В принципе, намного То есть с креативнее. небольших городов люди все-таки. У нас есть много знакомых, да. которые работают в СММ в Караганде, и их очень часто берут на выездные съемки сюда, в Астану. Да, потому что не могут найти, то есть здесь кого-то, Мгм. допустим, да, и знают, что есть там, и даже они вот так вот оттуда ездят. Существует понятие, что Вот. друзьям как бы нежелательно работать. Как у вас вот происходит работа, дружба? Мгм. Не мешает? Нет, не мешает. Мы вот начали дружить, наверное, года 2 подружили, и мы как раз-таки и занимались СММ по отдельности в это Мгм. время. И как бы у нас общие интересы, нам это нравится, интересно, нравится все это обсуждать, болтать, разговаривать и так далее. И мы решили, может быть, попробуем масштабироваться. Мгм. Ну, то есть мы уже устали быть как бы просто СММ-специалистами, да, или куда-то на кого-то работать, Мгм. по отдельности. И мы решили создать что-то покрупнее. Мгм. Ушли со своих проектов личных, вообще бросили все практически. Хотя тоже был хороший заработок. То есть вы бросили своих клиентов, которые вы вели А, поодиночке или как? Да, некоторых бросили, потому что мы еще хотели релокацию в Астану сделать, а мы изначально начинали в Караганде. Вот. И получается, мы открыли агентство в Караганде и взяли вот нашего первого клиента, это была доставка суши. Мы с ними работаем до сих пор. Мгм. Вот, мы взяли нашего клиента. И, на самом деле, это было очень смешно, как мы взяли первого клиента. Мы, в общем, ходили просто, вот буквально, Мгм. рестораны, да, есть, я не знаю, просто любой бизнес Мгм. стоит на улице, мы заходим, у нас на руках напечатанное коммерческое предложение, Мгм. и мы просто говорим: здравствуйте, вот у нас есть коммерческое Ага. предложение, мы можем вам это предложить, какую стоимость, мы даже еще толком сами не знали. Ага. Вот, это, короче, было очень смешно. Но этого клиента мы конкретно нашли не то что по знакомству, я с ним уже когда-то давно работала по таргету, Мгм. и мы сказали, давайте попробуем у вас полное ведение взять, и мы вот так вот его закрыли и работаем до сих пор. Самое интересное, что у этого клиента поменялись 3 хозяева бизнеса. Мгм. То есть бизнес перепродавался, а мы остаемся на этом бизнесе. Динара, расскажи, пожалуйста, где мы сейчас находимся? Мы находимся в магазине медицинской одежды Доригер. Это наши клиенты, Мгм. наши самые любимые клиенты. И давайте покажем, как у них дела. Давайте посмотрим. Это у нас один из 3 филиалов по Астане. Всего их 6. Также они есть в Актобе и в Караганде. В планах есть открыться в Алмате также. В целом они именно в данной нише лидеры по рынку Мгм. в Астане. Так. Ну, расскажите, как вы вот ведете это агентство? Так, у нас есть регламент определенный. Мгм. Мы несколько раз в неделю приходим и снимаем здесь сторис. Мгм. У нас получается регламент 20 сторис в день Ага. и пост каждый день. Подождите, а кто конкретно снимает сторис? Мы сами Сами? здесь снимаем сторисы. У нас есть, как мы уже говорили, у нас есть сотрудники, но некоторые проекты достаточно сложные. Давайте У сюда нас пойдем, клиент. чтобы никому не мешать. Клиенты, как говорится, на вес золота, не будем их отвлекать. Мгм. Так? Некоторые клиенты по СММ достаточно сложные, Мгм. и поэтому мы не можем делегировать некоторые проекты, Мгм. как, например, этот. Это один из наших, можно сказать, показательных кейсов, Мгм. потому что очень крупный магазин, и мы уже в хороших отношениях с хозяевами, с фаундерами, поэтому Сколько лет вы уже ведете? почти Уже год. да? А какой у них пакет? Сколько они платят? Они платят нам 300 тысяч тенге. 300 тысяч. Это все под ключ, все Мгм. вместе. Если, допустим, проводим какие-то съемки, либо берем модели на аутсорсе, то они доплачивают А еще сверху раз за них. расскажите, вот в пакет 300 тысяч что входит? В пакет 300 тысяч входит Так. разработка контент-плана, получается, Так. у нас, разработка в целом маркетинговой стратегии, Мгм. запуск таргетированной рекламы и непосредственно съемка и выкладка контента, Мгм. то есть 30 сториз в день и пост каждый день, либо рилс. 30 сторис в день, это не слишком Ой, много? 30, 20. Ну, даже 20, это же очень много, мне кажется.
Это вы постоянно, получается, каждый день приходите, что-то снимаете или выкладываете, или какие-то дизайны делаете? Как это все Ну, происходит? там есть свои хитрости, мы Мгм. дублируем контент, Мгм. так как, ну, именно в ритейле, именно ассортимент одежды не так часто меняется. Если что-то новое приходит, мы один раз качественно, Мгм. классно это Мгм. снимем, и Насколько потом хватает? этот контент можем использовать настолько, пока это поступление не закончится. просто. Понял. Определенную коллекцию отсняли, Да. когда она закончилась, снимаете новую и Да. что-то... Ну, конечно, мы в сторис и преподносим по-разному. Мгм. Мы, то есть, можем несколько обзоров снять на одну и ту же вещь в разных форматах, на разных моделях. Но в целом нам уже сейчас вообще не сложно. А вот такой вопрос интересный. Вот бывают же компании разных форматов. Ну, вот, допустим, от фастфуда, да, до медицинского центра. Да. Бывает такое, что, ну, не нужно выкладывать слишком много сторис, потому что они получаются слишком навязчивыми. Мгм, конечно, конечно. У нас именно здесь, как формат одежды, в одежде нужно всегда каждый день много сторис, потому что Инстаграм магазина одежды — это как магазин. Мгм. Это как онлайн-магазин сразу же. Вот просто. Вот. А, например, если речь идет о других нишах, то Мгм. есть как, например, общепит, Мгм. либо, например, что-то специфическое, Мгм. то там у нас уже совсем другие регламенты, они не нуждаются в 30 сторис каждый день или 20. Здорово. Вот, вы берете 300 тысяч. Сколько вы забираете именно себе, вот, как основательница? Все 300, раз вы ведете, Все 300. получается? Здорово. Ну, экономично. Сколько вот лично вы ведете компаний? Примерно 7-8. 7. Вы успеваете? Лично мы, Лично наверное, вы. примерно 3. 3 компании. Остальное мы делегируем. Мгм. То есть 3 ты, 3 Адель? Или Нет, мы ведем вместе. вместе 3 компании? Ага. Получается 900 тысяч на двоих уже чистая прибыль, неплохо. Кто ваши сотрудники и какие у них условия? Мгм. Сотрудников у нас вот таких стабильных 5 Мгм. и 2 еще такие, то есть они приходят, на какие-то... Проектная работа здесь. Да, на какие-то съемки мы иногда можем приглашать. В среднем они зарабатывают от 70 до 150 тысяч тенге. Это вот мы платим как бы не за проект За какой-то. один проект. Да, то Да. есть, если они берут больше, то и зарабатывают больше, Мгм. если мы им даем. Но это вообще рыночная, да, цена, я так понимаю? Да, в По принципе, агентствам, да. это нормально. Просто некоторые клиенты даже столько платят. Мгм. Ну, то есть, в принципе, так что нормально. Мы считаем, что мы нормально платим. Ну, Наши сотрудники если всем в процентах довольны. это сколько получается? Вы себе 50 забираете? им, 50 на 50 50? Да, Ага. ну, иногда чуть... Нет, ладно, да, 50 на 50. Окей. Я Как они вообще работают? Как вы вообще набирали сотрудников? Сложно ли найти хороших сотрудников на Ну, сегодняшний день? Да, Сложно. это наша боль, потому что на самом деле нам уже несложно искать клиентов. Мгм. Многие сами обращаются, как по сарафанке, многих, просто рынок вообще огромный. Мгм. Да. А именно сотрудников, потому что мы уже не можем на себя В же все какой-то брать. момент мы не справляемся со всем объемом работы, который у нас на нас наваливается. И мы начинаем искать и стабильных людей, Мгм. которые готовы работать и которые будут это делать хорошо, очень Мгм. сложно найти. Чтобы была хотя бы какая-то дисциплина у людей, очень трудно найти хороших сотрудников. И нам даже Мгм. клиенты жалуются именно на дисциплину. Потому что как будто бы СММ это больше работа для молодого поколения, Мгм. и из-за этого они действительно не такие дисциплинированные, как, например, постарше люди. Да. А как вы пришли к своей дисциплине? Как Мы вообще просто- выстраиваете рабочий процесс? Мы просто понимаем то, что это наше имя. Мгм. Это мы уже как бы себя рекомендуем, как бы мы зарекомендовали себя так, и мы не можем свою репутацию уже сейчас терять. Мгм. Поэтому мы просто выросли на этом, что мы не можем себе позволить что-то не сделать, что-то не выложить. У нас был вот недавно до этого клиент, который сказал, что вот ребята 20 идей им предоставили, которые они должны были выполнить, и 5 было только сделано за месяц. Мгм. Ну, то есть у нас такого... Вообще нет. И это вообще очень для нас даже странно. Вот для СММ-специалиста что самое главное в работе? За что его ценят? На самом деле его действительно ценят за дисциплину на Дисциплину. данный момент времени, потому что есть очень много реально классных ребят, которые могут круто снять видео, Мгм. которые могут придумать продающий контент и так далее. Но тех, кто делают это регулярно, и тех, кто делают это, скажем так, вот без ЧП, без опозданий и всегда на связи с клиентом, таких очень мало. То
То есть И- креатив со временем угасает, да? там? Да, это правда. То есть есть много людей, я всегда говорю, есть много людей, которые креативнее нас. Но на нас всегда становится чисто из-за того, что мы делаем все стабильно и всегда на связи с клиентами, в хороших отношениях. Стабильность в СММ – это очень важно, Софт-скиллы, помимо креатива, да? да. То есть вы хотите сказать, что сейчас есть хороший спрос, но предложение, к сожалению, страдает из-за кадров квалифицированных? Да, это правда. Совсем мало хороших сотрудников, которые могли бы реально взяться за проект, ничего как бы там не налажать где-то. И при этом остаться преданными нам. Да. Потому что есть такие, которые немножечко хитрят. Есть, у нас такого не было. Да. Тьфу-тьфу-тьфу. У нас хорошие сотрудники. Да, но мы знаем случаи, когда люди просто работали в агентстве и перенимали к себе. Ну-ну. То есть, я вам Такое- это сделаю то же самое, только дешевле. Да, мы, получается, общаемся с некоторыми тоже агентствами, и такую информацию, когда получаем, такие, блин, ужас. А где вы находите сотрудников? Как вообще правильно искать сотрудников? Это студенты или кто это? Вообще, у нас есть SMM-бранчи, получается, и мы некоторых так находим. То есть люди, которые уже в SMM, но они хотят еще больше продвигаться, приходят к нам на вот этот интенсив, и мы сразу уже можем понять, кого бы мы могли к себе взять. Кто из них шустрый, кто из Да. них горит. Вот так вот, то есть. Когда начинает SMM-специалист, как ему искать клиентов и какую цену назначать? Вот Какую всегда цену интересно назначать, было. да? Ну, получается, надо ориентироваться на свой опыт. Мгм. И как бы многие на самом деле нету такого, что SMM-специалисты завышают свои цены. Они наоборот занижают. Занижают. Чаще всего, да. Они сомневаются в своих навыках, думают, блин, я слишком мало знаю. Хотя человек, откровенно говоря, знает уже много. Мгм. И у нас, мы с Динарой, еще так к слову скажу, проводим SMM-бранчи иногда. Это такой быстрый интенсив по SMM, чтобы людям дать какой-то толчок дальше. И получается, к нам приходили девочки, которые занимаются SMM, но при этом они на SMM зарабатывали 40 тысяч за проект. 40 тысяч за проект. То есть у них даже бывало такое, что они зарабатывают, 30 тысяч, в принципе, их зарплата в месяц. 30-40. За одну компанию. Да, за одну компанию, но они не берут больше, потому что не успевают. Ага. И, просто мы когда встречаем такое, нам просто очень грустно становится, потому что реально ребята, во-первых, не ценят себя, во-вторых, демпингуют рынок на самом деле. И наша стоимость, когда мы уже говорим, кажется, что очень какая-то облачная, но потом, конечно, когда мы уже показываем наши навыки, уже не кажется такой облачной. Вот. Так, начинающий SMM-специалист, какую сумму он должен ставить? Вот от какой есть граница? То есть, типа, вот ты говоришь 40 это мало. А сколько Да. это Ну, нормально? мне кажется, 100 тысяч за проект, 100-150, 100 тысяч. минимум надо ставить. Потому что Ну, сколько времени нужно посвящать такому проекту? такому проекту, тоже там очень много зависит от регламентов самого клиента. Мгм. Как правило, клиенты сейчас уже знают, что хотят. Они знают, сколько хотят сторис, какие хотят продажи. Кто-то хочет подписчиков, кто-то хочет лайки, кто-то хочет конкретно конверсию. Вот. И там уже, отталкиваясь от этого, в принципе, можно так вычленить какую-то, зарплату. Вот. И даже если на HeadHunter опираться, даже людей сейчас вот берут на один проект за 200 тысяч одного человека. То есть мы как агентство, 300 получаем. Это относительно мало, агентство уже 500 берут. И, по сути, один человек может спокойно 150, 200, начинающий 100, вот так вот. Расскажите, потихоньку. что такое SMM-бранч? SMM-бранч. SMM-бранчи — это наш проект, который мы совместно создали год назад, почти сразу же, как приехали в Астану. В общем, это, можно сказать, завтрак, на котором мы объясняем азы SMM, либо какие-то тренды, на которые приходят, как правило, начинающие SMM-специалисты. Мы отвечаем на их вопросы и заодно заряжаемся энергетикой. Либо коллег. продолжающие тоже были Да, такие. продолжающие тоже. Самый классный кейс после SMM-бранча — это когда девочка пришла к нам, она в принципе не знала, что такое SMM особо, не работала никогда поэтому. И она, получается, вот прослушав всю эту информацию, мы там реально интенсив очень классный. И после этого она закрыла себе клиента на 150 тысяч тенге. Ух ты. Сама просто. Да, а стоил он тогда самый первый 15 тысяч одно место. То есть она заплатила 15 тысяч. 10 раз окупила. Да, Классно. 10 раз окупила. То есть SMM-бранч это, грубо говоря, завтраки, где вы проводите какие-то курсы, Да, интенсивы. это оффлайн инфопродукт. Для чего вы это делаете?
Чтобы собирать, во-первых, вокруг себя комьюнити, Так. также искать так сотрудников, Мгм. потому что очень тоже классно. Ну и при этом нам нравится просто делиться информацией. На самом там. деле, если говорить именно касаемо заработка, Мгм. мы много денег оттуда не брали. Мгм. Да. А сколько стоит с одного человека? 10 тысяч? 15, 15, ну тысяч. дальше уже Последний 20 стоило. 20, да. Ага. 20-25. 20-25. Сколько так последний раз было людей на бренче? А мы всегда берем примерно 6. 6 человек. То есть мы набираем, мы больше не берем. Мгм. Если, Вот. допустим, получается больше 6, то мы делим на 2. Мгм. Откуда вы взяли эту идею? Мы реально ее Мы Это ее сразу придумали, а потом честно, после если- нас начали появляться вот эти вот завтраки. Ага. После нас вот реально я вот до Да, нас это- никого не видела. Это правда, мы ее Правда? реально придумали. Да. Так, Остальные, кто если есть, нас сейчас смотрят СММщики, и вы украли эту идею, ай-яй-яй. да, это вот мы Вот год назад основатели. придумали. То есть есть Законодатели бизнес-бранчи, Мгм. бизнес, какие-то завтраки и Ну, я так далее. слышал, да. Но именно касаемо СММ и именно в таком формате, как мы Мгм. проводили, мы были первые. И это правда. Да, сейчас уже много таких. Кто ваши клиенты на сегодняшний день? У нас очень вообще абсолютно разные Ага. клиенты. У нас на данный момент есть свадебный салон, Ага. медицинская одежда, есть доставка суши Мгм. из Караганды, которые... У нас есть детская одежда. Мгм. Мы также вели и обычную женскую одежду, но на самом деле именно эту нишу мы больше не хотим занимать, потому что там Мгм. очень много надо делать, Мгм. очень много работы и при этом много лишней работы, которая, ну, по сути, особо никак на Мгм. общую картину, общую кассу не влияла. Мгм. У нас было так. Кто у нас? У нас был официальный поставщик корейских имплантов в Казахстане. Они прям, ну, у них очень крутая компания была, Мгм. и хорошие были бюджеты, Мгм. как на таргет, так и, в принципе, на нас. Вот. И так, ну, в принципе, у нас все ниши. Единственная ниша, на которой мы плюс-минус поставили крест, это женская одежда. А вот интересно, с кем легче всего и приятнее работать? Есть какая-то определенная ниша или нет? Легче работать с теми, кому надо снимать меньше контента, Мгм. и чей контент нам удается гораздо круче органично продвигать, а это наши клиенты на ТикТоке. М. У нас в ТикТоке очень классно работает органика, мы уже об этом говорили, Мгм. и вот на данный момент так. Какие документы нужны сейчас, чтобы открыть свое СММ-агентство или Мгм. маркетинговое агентство? Мы, в общем, сделали ИП, у нас не то, у нас просто ИП на упрощенке. Там сейчас, если вы знаете, это можно сделать просто в Каспе. Мгм. Можно его просто в Каспе открыть Мгм. и начать все, заниматься деятельностью. Мгм. Выбрать вид деятельности и начать заниматься. Единственное, что у нас есть еще Каспи кассу мы открыли. М. Точнее, не Каспи кассу, Каспи Пэй, и у нас Мгм. как бы как расчетный счет там находится, и отдельно у нас есть еще касса. Потому что некоторые клиенты, у нас как бы с ними есть договор, но они хотят, чтобы мы им просто на личный счет Каспи выставляли. Вот так вот. С некоторыми мы счет Удобно. на оплату делаем. Вот так вот Мгм. получается. Вот, так удобнее, да. Потому что кому-то легче просто так заплатить. Не работаете в кредит? А? В Кредит? Но нам нелогично Каспи Ред работать или в как? кредит, Да, потому да. что у нас помесячная оплата, Ага. куда они ее потом делают? А, кстати, как вы берете оплату? Сначала или в конце, или у вас поэтапно как-то оплата? Сначала. У нас сначала, ну, если мы с новым клиентом начинаем работать, мы берем 50% в начале работы, 50% спустя 2 недели. Мгм. И потом уже каждый раз на следующий месяц. Да, тут совет, кстати, лучше всегда брать сначала, Мгм. потому что у нас был плохой опыт Мгм. с клиентом. Он нам не заплатил, Мгм. грубо говоря. Заплатил намного меньше, чем должен был. Кстати, клиент карагандинский. Мгм. Вот. И такого в Астане у нас не было ни разу. А нужно ли какой-то составлять договор? Да, Да. у нас есть договора, но там тоже была наша ошибка. Во-первых, мы свой экземпляр у них не забрали, М. и они нам просто его не выдали потом. Мгм. Ну, потому что мы думали, что будет все как обычно хорошо. Вот. И во-вторых, мы думали пойти судиться и так далее, но мы поняли, что мы больше денег на самом деле сейчас на это потеряем, и времени, потому что это Караганда. Нам постоянно туда надо. Туда-сюда мотаться. Ну, мы решили просто отпустить эту ситуацию. И вот совет, то, что лучше брать предоплату, даже если у вас все по договоренности, у вас договор составлен, все равно лучше брать какую-то. Да, и это, кстати, одна из причин, почему мы открыли агентство в Мгм. том числе. Потому что, например, у меня был очень негативный опыт, связанный с деньгами и с отсутствием договора с моим клиентом. Мгм. Я закончила работу,
и мне просто не выплатили. До агентства. Меня тоже кинули на 200 тысяч тенге. Так, а вы вели Инстаграм? Да. Вы же могли заблокировать как-то Инстаграм или воспользоваться, или нет? Я, конечно, бы могла этим Мы так не воспользоваться, но делаем. я надежный человек. Мгм. В отличие от них. такое. Лучше следить за своей репутацией. Да, это Тоже верно. правда. А скажите, какие у вас есть пакеты? Вообще, с какие начинается стоимость минимальная ваших услуг и максимальная на сегодняшний день? Мгм. По-разному. От 150 Мгм. до 400 тысяч. На данный момент до 400. Мгм. Возможно, на момент, когда выйдет, уже до 500 будет. А что входит? Вот я понимаю, 150 это типа личный бренд, да, какой-то там? 150 это TikTok проект. ТикТок. И то первый месяц. И только первый месяц. Мгм. Да, Да. вот. 150 личный бренд тоже, да, мы берем. Что Вот. значит ТикТок проект? Что значит А, личный бренд? Можно немножко Давайте поподробнее? поподробнее. TikTok проект у нас, в общем, мы же занимаемся СММ, Мгм. это в целом social media маркетинг, то есть это не только Инстаграм, это Мгм. еще другие соцсети. И мы в последнее время начали задумываться о ТикТоке и начали брать проекты по ТикТоку. Мгм. Органика там очень хорошая, очень простая, и у нас, ну, правда, есть, вот, можете вставить скрины, там, Наши просмотры, кейсы по да, просмотрам. 300 тысяч, там, Мгм. 800 тысяч просмотров, и реально трафик пригоняется. Вот, и поэтому мы начали вот еще в эту сторону развиваться. Мгм. TikTok проект. То есть там не нужны сторисы, да, это просто у нас регламент 20 видео в месяц, Мгм. и все. Вот, кстати, И это стоит 200 тысяч. Да, для начинающих, допустим, для тех предпринимателей, которые не располагают большим бюджетом на рекламу, мне кажется, TikTok это прям Мгм. самая подходящая соцсеть для ведения, потому что там реально без никаких вложений, просто за счет контента можно охватить огромное количество аудитории. Да, потому что в Инстаграме, да, есть Reels, они, в принципе, тоже хорошо работают, у нас есть кейсы, но там все равно таргет, допустим, есть, также нам все равно мы больше берем за Инстаграм, чем за ТикТок, и как бы, да, ТикТок более бюджетный вариант. И TikTok быстрее и легче упаковать Мгм. продающий. Вот у нас лично у нашей страницы в ТикТоке есть проблема. Не так много набирает просмотров. Поделитесь секретами. В чем секрет главный ТикТока? Почему там быстро органика? Мгм. Что нужно делать? Это вы можете узнать на На нашем нашем курсе. Да. А. Ладно, на самом деле там, в принципе, есть несколько факторов Ага. разных. Например, можно с банального начать. Это что-то в начале, Мгм. очень такое, что запушит человека досмотреть до конца, Триггерный какой-то хук. триггер. Ага. Да. И потом дальше этот триггер нужно просто раскрыть. Мгм. Длинные видео как бы сейчас набирают популярность, но все равно лучше стараться делать что-то покороче. Подинамичнее. Да, подинамичнее. Скажем Если так. Оно это может быть длинным, но оно должно развивать какой-то сюжет Ага. внутри себя. чтобы было интересно до конца досмотреть. И просмотры, по сути, это как раз-таки они набираются только из-за того, что человек посмотрел до конца и еще раз вас, возможно, А. посмотрел, тогда оно проходит. Потому что бывают видео, которые залетают на 800 тысяч просмотров, но лайков там может быть вообще мало очень. Ага. То есть оно может даже кому-то не понравиться, но оно наберет просмотр за счет своего просто интереса, то, что оно так долго смотрелось. Вот. Что еще можно сказать? Ну, если, например, вы очень давно снимали видео, например, на узкую аудиторию, то имеет смысл расшириться, Мгм. то есть взять вашу же тему и расширить ее до обывателя, скажем так, простого. Либо наоборот. У некоторых бывает наоборот, они слишком на широкую аудиторию снимают, у них ничего не заходит, какие-то просто шутки, приколы. Мгм. А иногда нужно, наоборот, снишеваться, Мгм. сделать какое-то видео на определенную тему, которая для вас важна. Да. И так вы найдете своих этих единомышленников. Да, и лучше никогда вот резко не менять какую-то Ага. свою тему. У меня вот с личным ТикТоком такая была штука. У меня 15 тысяч подписчиков, и они набирали за счет... Просто у меня были ТикТоки, на самом деле, про личные отношения. Там, вот. И они там 4 миллиона получали просмотров. А потом я решила про маркетинг начать рассказывать резко на своем ТикТок-канале, и там просто 200 просмотров. И я просто поняла, что реально, если вы хотите прям снишеваться в другую сторону, это надо заново создавать новый аккаунт, и вот, тогда будет все хорошо. Да, в отличие от Инстаграма, где можно говорить про все подряд. Да. Ну и, в общем, подводя итоги, это получается, нужен классный, заманивающий какой-то сценарий, Да. я так понял. Короткие видео делать, Ну, не обязательно короткие, не Динамичные. долгие, но динамичные, да. так, Можно. и не менять свою нишу, двигаться по этому же Да, направлению. Да, Дать в желательно, одну точку. да, по узкой Мгм. сначала где-то. И если у вас какой-то формат залетит Мгм. прям хорошо,
то желательно Его его повторять. повторять. Раскрывайте тему дальше. Да. Мгм. Да, мы так всегда делаем, и у нас так и Мгм. заходит. То, что если видео залетело, мы повторяем этот формат, оно второй раз залетает. Полезные советы. Бесплатно. Обращайтесь. Расскажи, пожалуйста, как вы продвигаетесь? Мы начали задумываться о продвижении совсем недавно, на самом деле, потому что до этого как-то все нативно шло, и к нам и клиенты до сих пор приходят просто по рекомендациям и так далее. А сейчас мы хотим масштабироваться, и поэтому мы вот сейчас очень-очень сильно взялись за личный бренд, за свои личные бренды, за личный бренд агентства. Мы вот сейчас будем качать нашу страницу, также создали ТикТок для этого, тоже будем ТикТок качать. Ну и в принципе вот наше тоже продвижение, что мы сейчас с вами на интервью сидим, это тоже очень круто и поспособствует нашему продвижению. Вот, как-то так. А как раньше вы искали клиентов? Как раньше мы искали клиентов, просто, получается, ну, как я уже рассказывала, мы ходили с коммерческим предложением поначалу, далее мы писали в Инстаграм, мы писали просто знакомым предпринимателям, а потом это только начало, буквально 2 месяца, и потом уже сами люди к нам приходили, мы уже не искали сами клиентов, наверное, месяцев 8, Класс. то есть они сами приходят. Помнишь, какой был первый чек? Первый чек с нашего, получается, клиента, да? Мы первый раз, по-моему, взяли 100 тысяч тенге или 150 тысяч. 150 тысяч тенге, вот. И все, на двоих. По 75 тысяч тенге у нас была зарплата. Большая ли конкуренция в Астане и как вы боретесь с конкуренцией? Конкуренция, ну, на самом деле очень много хороших спецов. Мы знаем и агентство, мы тоже знакомились, и специалистов много хороших. Но на самом деле всем все хватит. Потому Мы что, не боимся. Да, мы не боимся конкуренции, потому что очень много различных есть проектов, бизнесов, просто куча, и в принципе мы никогда, да, по-моему, не боялись. Да, у нас никогда не было ощущения, что кто-то наш хлеб крадет. Да. То есть рынок пока что на сегодняшний день Полный. свободен. Свободно, Да. то есть, да. То есть можно просто посчитать, сколько зарегистрированных бизнесов в Казахстане, Да. а их не счесть. И сколько не зарегистрированных в том числе. Вот. Понять то, что даже если каждый возьмет по 3, Ага. Да. всем хватит. Так, и самый интересный вопрос, наверное, для наших зрителей. Какой у вас оборот? Оборот у нас примерно больше 2 миллионов по-разному каждый месяц, Ага. вот, в зависимости от клиентов. Вот. Так, это оборот на компанию. Да, На Сколько- компанию. Какая чистая прибыль? чистая прибыль, ну, где-то 1 700 000, вот так. 1 700 000. Да. То есть 300 тысяч уходит 1 600 на 000, зарплаты может быть. или как? Да, на зарплату уходит, на налог какой-то, вот, и, в принципе, все. Да. Ну, вам этого хватает? Нам Пока что, да, для Астаны, в принципе, хватает. хорошо. Хотелось бы больше. Да, но Какие у вас Каждый месяц стараемся, чтобы было больше. какие планы на развитие? Как вы хотите расширяться? планы на развитие, ну, прежде всего, мы хотим делегировать большую часть проектов и хотим вот таким образом расширяться, находить Да. сотрудников, делегировать и расширяться и работать уже больше на личный бренд, на Наше собственный собственное маркетинг. развитие. Да, И, ну, в планах вообще еще инфопродукты запускать. да. Мы недавно вот придумали, если можно, конечно, об этом рассказать. Скоро планируем масштабный продукт открыть по ТикТоку, запустить именно обучение. Вот, поэтому можете на нас тоже подписаться и следить за новостями. У нас очень классные кейсы, и мы сделаем так, чтобы у вас были такие же. Да. Адель, Зинара, спасибо большое, что позвали и рассказали про ваше интересное агентство. Спасибо вам. И в конце, по традиции, мы просим дать совет, в вашем случае, наверное, начинающим СММщикам, что вот можете посоветовать. Мы, наверное, хотели бы вам посоветовать ничего не бояться, рынок свободный, если вы этим горите, вам это нравится, добавьте чуточку дисциплины, и все у вас получится. Да, Вот. меньше думать, больше делать. Да. Вот, и по традиции мы еще разыгрываем какой-то подарочек. Что мы можем разыграть? Мы разыграем скидку 50% для любого предпринимателя на первый месяц ведения. Все, супер. Все условия под этим видео. Ура! Спасибо. Всем пока! Спасибо! Друзья, спасибо, что смотрели наш выпуск. Пожалуйста, пишите в комментариях, какой бизнес вы бы хотели, чтобы мы разобрали с вами в следующий раз. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Улькен Рахмет. До новых встреч!